через 13-15 вы получите квартиру. По очереди. Я говорю, ну а меня здесь оставляют в аспирантуре, в творческие мастерские Академии художеств. Ну и оставайтесь там типа в таком плане. В общем, она мне так легко дала дорогу, значит, ну и я, значит, это самое, с того момента я остался. То есть я как бы в Москве, вот уже практически 39 лет живу, закончил творческие мастерские, и так вот все и началось. Ну, я все время говорю, что я как художник, первый, после Ярославского художественного училища я приехал сюда, и первая моя выставка была «Советская Калмыкия». Вот. Вторая была выставка, зональная выставка «Большая Волга» в 1974 году. Ну а третья от Калмыкии я попал, значит, на Советскую Россию 5. То есть я за год, за этот год, когда я с 74 по 75 работал здесь, я участвовал на 3 выставках. И тогда я понял, что сидеть и под лежачий камень вода не течет, и нужно все время работать. Ну, как-то мне так повезло, что мне все время кто-то там изнутри кололо, чтобы я все время работал, и я все время работал, и вот так вот получилось. Правда, единственное, когда я учился, нам там не позволяли выставляться, мы делали только учебные работы, и все получилось нормально. А после того, когда я закончил институт, там тоже у меня были такие моменты, когда мне сказали, вот если вы не принесете через 3 дня хотя бы один оригинал на защиту, это за 16 дней до защиты, а я все время привык такие маленькие почеркушки делать, эскизики такие, в голове складывал, и вот эти почеркушки у меня в голове уже сложились, все, и я каждый раз приносил эти почеркушки. И мне поставили условия, если я через 3 дня не принесу, и я через 3 дня принес не одну, а 3 работы. Я по 5 часов на один графический лист тратил. Просто как я, потому что уже все сложилось было, я исполнить это уже другое дело. И вот через 9 дней я сделал всю серию 9 листов «Вдова Чебана». Ну а потом получилось так, что там я похвалу государственной комиссии получил, распределили в творческую мастерскую и так далее, и так далее. И потом купила Третьяковка 6 работ, а 3 работы поехала на всемирную выставку в Нюрнберге на рисунок. И там я получил премию Фабер-Кастель, и там, в общем, тоже ее закупили. Остатки купила вот в Германии это дело, вот, фирма Фабер-Кастель. Так что я желаю вам, ребятки, не это самое, не ждать, когда, допустим, ну это я... Вообще-то мне уже, да, мне уже 65 лет, так что я могу кому-то там чего-то пожелать. Понимаете? Чтобы, говорят, вот человек иногда говорит, вот я собираю материалы на какую-то большую работу, и долго-долго ее собирает, и в конце концов никогда это дело не происходит. Человек начинает работу на маленьком почеркушке, и когда он начинает что-то рисовать, ему дополнительно присылаются оттуда. Я не говорю, что я сам создаю, я говорю, что я как бы, ну, ретранслятор, что ли, через меня посылается что-то. Потому что эскизы, идеи приходят каждое утро, и этих идей у меня огромнейшее количество, я просто не справляюсь с ними. И для того, чтобы закончить большую работу, нужно же отвлечься от этих, а все равно каждое утро новый эскиз. И вот в копилку складывается, их не достать. Значит, я просто желаю всем, и не обижайтесь, это не поучение такое, я много младше, много старше меня людей здесь, художников. Но я просто говорю, творчество получается после того, когда ты все равно берешь в руку карандаш там, или кисть, и как только ты начинаешь работать, так сразу же все и приходят, все идеи. Я поэтому желаю всем ребяткам, художникам, моим друзьям, моим коллегам здоровья, во-первых. Вот. А во-вторых, чтобы все у них получалось в жизни. Чтобы какие-то недосягаемые моменты, там, социальные, семейные или какие-то, чтобы ушли, чтобы решились проблемы. Вот мне друзья говорили, там, вот Женя Гашинский говорит, что у него негде работать, из него столько энергии, столько это самое, а работать негде, мастерской нет. И где работать, не понимаю. Говорит, когда вот это все перевороты произошли, все куда-то девалось, куда-то...
и прессы, и так далее, и так далее. Я просто желаю, чтобы у всех, у вас случилось так, чтобы все было хорошо. Чтобы у каждого художника была своя мастерская, чтобы каждый художник мог в своей мастерской. Но даже если нет, я по молодости еще можно, как говорится, сидеть на кровати и работать на собственной квартире, в собственной комнате. Но когда уже человек все-таки начинает вступить в союз художников, там уже надо все-таки, чтобы была мастерская. И мое пожелание, чтобы у вас, у всех, были мастерские, были... Правда, сейчас с закупками очень сложно, поскольку государство как бы не очень расположено. Но чтобы вы творили так, чтобы даже люди, которые не много имеют денег, хотели бы купить ваши работы. Значит, желаю вам счастья. Спасибо.